Потому что я с Бишкека перебрался в Москву. Выгружаем одного этого русского человека. 1677. Взяли документ с офиса, пропуск для охраны. Все. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Давно я не снимал ролик, потому что я с Бишкека перебрался в Москву. Пока перебрался, пока машину нашел, пока привык, прошло чуть больше месяца. Вот, наконец-то, сегодня решил снять для вас видеоролик. Работаю на Lada Largus 2017 года, 1.6 на механике. Сейчас я вам покажу обзор на машину. Это получается Яндекс.Такси, грузовой, малый кузов. Грузовой тоже делится на три типа: малый, средний и большой кузов. Обо всем об этом подробно на этом видеоролике я вам расскажу. Подпишись на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем интересующиеся вами вопросы. А я вам покажу сегодня заработок и в целом всю информацию насчет Москвы. Многие из вас хотят приехать в Москву, но не знают, что да как. В этом ролике я подробно постараюсь обо всем вам рассказать. Давайте я вам сделаю обзор на машину. Так она выглядит спереди. 15 колеса. 1.6 объем на механике 2017 года. Вот так она выглядит сзади. Электрические стеклоподъемники, центральный замок, подогрев сидений, кондиционер. Все есть в машине. Получается, она самая жирная комплектация своего года. Есть тут боковые двери. Это сумка клиента, надо сделать возврат. Сказали, пускай пока в машине постоит. Тут фургон, получается, Lada Largus фургон. Тут защитная металлическая салон и кузова, получается. Здесь одна дверь сбоку, там еще одна дверь и сзади два двери, получается. Чтобы загрузить товар, вам не обязательно сзади залазить сюда. Можно сюда положить или отсюда положить там. Ну, в общем, удобно очень. Еще раз скажу, машина 2017 года, 1.6 на механике, Lada Largus. Аренда стоит 1000 рублей. Я плачу за эту машину 1000 рублей в сутки. Без выходных, получается. Вот так она выглядит. Она, правда, очень красивая машина. Не сказать, что уродливая, но в целом она красивая, очень красивая машина. Тут тоже сзади тоже две двери. Вот так она выглядит. Можете прогуглить, сами посмотреть фотки. Тут парковка не дает возможности сзади снимать. Давайте вот так сниму тогда. Вот так она выглядит. Давайте я вам покажу свой таксометр. Я упорно не работал на своем аккаунте. Я всегда работал с напарником, поэтому 50 на 50. Я здесь работал на своем аккаунте, на чужом аккаунте, поэтому я приехал в июне, начал где-то около 15-го работать, сделал 81 заказ на сумму 82 тысячи. Тут смотрите, какая комиссия большая. Комиссия Яндекса 19 тысяч, комиссия парка 4 тысячи. Это за 15-12 дней примерно. И то тут могло бы быть еще больше. Тут расходы написано. Это расходы, которые я с баланса заправлял топливо, бензин. Видите баланс? Тут в основном безналичная оплата. Можно сразу же заправляться через таксометр. Это 2500 я заправлялся с таксометра. Сейчас уже месяц июль. В июле выполнил всего лишь 44 заказа на общую сумму 54 500. На 3000 заправился, 13 тысяч комиссию уже отдал и 2700 комиссию парка отдал. Пробег 1125 километров по Яндексу составила. Видите, какая большая комиссия. Тут уже с вычетом комиссии и с вычетом вот этого расхода 35 700 остается. Это очень мало, но я работал всегда с напарником. Половина отчета на его телефоне получается.
Допустим, вот здесь я упорно один с утра до вечера я работал, выполнил всего лишь 5 заказов, но тут указано 6, но один заказ мы считать не будем, потому что это один заказ всего лишь на 269 рублей. Это доставка. Я случайно его включил, видите, такой коротенький заказ. А так-то заказы были на 1700, 1400, 2700, тоже почти 2700. Здесь вообще мне тоже тут доплатили еще какую-то сумму. Вчера выполнил всего лишь на своем аккаунте 5 заказов. 1300, 1300, 1300. И здесь тоже плюс 500 чаевые были. В общем, я вчера заработал где-то 4000. Плюс-минус. Подробно теперь буду рассказывать. Так, уровень у меня платина. Уже на этом месяце у меня будет опять платин, потому что уже баллы у меня 11 тысяч я уже набрал. Потому что если история баллов смотреть, за каждый заказ нам дается по 315 баллов. Так, еще о чем рассказать. Тут баланс, тут тарифы. Тарифы у меня указаны, видите, только грузовой. Доставку я включаю, когда есть коэффициенты на доставку. А так-то я почти что его не включаю. Но приходится. Активность у меня получается 100, рейтинг 4,96, уровень платины. Это получается самый высокий показатель. Выше этого только 5,0. Это для новичков, те, которые только регистрируются. Так, плюс 10 приоритета у меня. Это платина плюс 5, рейтинг выше 4,95, это 4 и опытный водитель. Вакцинация от ковида нет, брендинга нет, корпа нет, дезинфекции я не делаю. Не партнер заправки, если я сегодня сделаю, будет плюс 12. Вот такие вот дела. Сейчас я поеду, заправлюсь и начнем работать. А вы подпишитесь на мой канал, пожалуйста. Пишем комментарии обо всем, в общем. Все, работаем теперь. Приехали в Роснефть заправиться. Бензин стоит 92, примерно стоит она 45 с чем-то копейками. Тут постоплата. Сначала заправляешься, потом платишь. У нас же наоборот, сначала платишь, потом заправляешься. А здесь наоборот. Вот такие дела. Мы уже заправились. Время 8:30 утра. Делаем на линии. Понятно? Все. Ждем. Видите, какой коэффициент. Но этот коэффициент не отображается на грузовой тариф. Если я сейчас включу доставку, то заказ моментально поступит с коэффициентом. Но мне нужен грузовой. Тут написано бонусу по городу. Видите, 1000 рублей. Минимальный заказ это 700 рублей для пассажира. Если сделает минимальный заказ на 700 рублей, если я этот заказ выполню, 300 рублей доплачивает нам Яндекс, получается. Поэтому доступна она с 8 утра до 12 ночи. Каждый заказ будет 1000 рублей и выше, получается. Это гарантированно. Не бывает такого заказа, то что на 700 или на 800 рублей. Для пассажира бывает, но для нас, для водителей, она от 1000 и выше. Все, сделали на линии и ждем теперь первый заказ. Прождал я ровно 5 минут, что-то заказ не поступает. Давайте включим доставку и уедем со своего района, потому что на моем районе заказов очень мало. Все, включили мы доставку с вами и ждем теперь первый заказ, чтобы уехать отсюда. Надеюсь, сейчас она моментально поступит, потому что коэффициенты действуют и на доставку. Я только что проверял с пассажирского приложения. Так, пробка уже 4 балла показывает. Друзья, взял первый заказ. Получается, в город Чехов я взял. С дальней подачи получился. Надеюсь, что этот заказ реальный, но один минус, то что это город Чехов. Она очень далеко. 100 километров от Москвы получается. Или начиная с Москвы, не знаю. Посмотрим, сколько это получится, выйдет. И получится ли обратно взять заказ. Иначе мне придется возвращаться пустым. Посмотрим. Приехал на склады. Тут у проходной КПП надо заказывать пропуск. Сейчас нужен печать, чтобы выехать теперь отсюда. Вот склад вот грузят уже. Сейчас я пойду и я им дверь открою. Как это сегодня перевернуть, да? Нет, получается. Да. Надо портер заказывать.
Друзья, заказ отменился по приезду, товар его не поместился. Видите, 0 заказов. Так, заказ отменен. Грузовой, безналичная оплата, Яндекс.Такси. То, что заказ отменился, мне поступило 736 рублей, из них 220 комиссия и 515 рублей, получается, осталось чистыми за подачу машины. Если это была бы наличная оплата, то пассажир бы просто-напросто не заплатил бы. Так как у него безналичная оплата, его деньги поступили ко мне. Я до сих пор внутри складов, буду ждать заказ здесь, получается. Вот так. Я выехал с этих складов, заехал во двор, жду заказ. Когда заказ есть, приходится ждать 5 минут, 10 минут, а когда нету заказа, по 30 минут, по часу, даже 2 часа иногда приходится ждать заказ. Тут резона нету ехать в другом направлении, чтобы получить заказ, потому что если вы собираетесь ехать в каком-либо направлении, вам придется ехать от 5, от 10 и выше. Иногда бывает по 20 километров едешь, чтобы получить заказ. Невыгодно, поэтому сидим, ждем заказ. Надеюсь, она поступит. Если не поступит, машина экономичная, 8 литров по городу расход делает. Это включая, если кондиционер. Или просто включаем доставку и получаем заказ, чтобы лишь бы уехать с этого района. Уже 15 минут никак не могу поймать заказ. Нахожусь в районе Люберцы. Давайте включим тариф доставку, потому что коэффициент действует и на доставку. Поэтому включим доставку и уедем с этого района. Надеюсь, что это грузовой. 51 километр. Да, видите, грузовой. Так, нажимаем на маршрут и едем на заказ. Взяли документ с офиса, пропуск для охраны. Получается, загрузили вот такие ведра и петли от дверей. Все, взяли документы и едем отсюда. Сейчас закрываем двери. Давайте теперь смотреть, поехали. 1677. И давайте по километражу посмотрим, сколько это будет. Час 15 минут, 51 километр. Все, поехали. Еду по МКАДу, тут уже начинаются пробки, жара, а у меня работает кондиционер, видите, стекла приподнятые. Так что нам пробки не страшны. Всегда включенный кондиционер. Пусть 2 литра расход побольше, но зато с кондиционером. Ну все, за час доехали. Выдача окончена. Завершить. 1677. Все. Друзья, я в Подольске. Подольска сразу же поступает заказ. Строительный вход, касса, мешки. Только хотел сказать, с Подольска заказа бывает, так как здесь очень много складов. И сразу же поступает нам заказ. Все, едем туда. Тут в Подольске настолько много складов, что грузовых машин больше, чем легковые, насколько я заметил. Тут склады настолько большие, что с размером Ожского рынка или даже больше. Настолько большие, потому что вход, где выгружаются фуры, там я насчитал 300 с чем-то от нумерации. Это один склад. Это одна сторона была. Ну, вы меня поняли одним словом. Выгружаем одного вот этого русского человека. Сейчас
Получился на 818, оплата наличными. Заказал один человек, но там стояло двое. Получается, пока уйдем с линии, я двоих одновременно загрузил. Это 1000, тот 1000, 2000 за полчаса. В общем, заказал этот парень таджик, приехал на точку, там оказывается двое их. Говорит, давай его тоже вещи загрузим за 1000 рублей. Я, конечно, согласился. Он дал 1000, это дал 1000. За полчаса их дома соседние были. За 2 часа, то есть за полчаса 2000. Это нормально. Работаем дальше. Я вам покажу таксометр. Я пока до сих пор в Подольске, получается. Выполнил 2 заказа на сумму 3200 грязными, но чистыми остается 2200. 790 Яндекс, 160 Парк, баланс 2000. И так, получается, я 2200 заработал сегодня, и еще плюс 1000, 3200 я уже заработал. Аренду и бензин я уже заработал, и пропитание. Время час ровно почти, час 03. Ждем следующий заказ теперь. Так, долгая поездка 53, все, поедем в Москву. Поступает заказ. Мы его принимаем. Все. Ехали, короче. В общем, приехал опять на точку А. Получается, заказ отменился. Смотрите. Так, это был отмененный заказ. Я это выполнил, это тоже выполнил. Здесь дали мне 2000. Я двоих забирал. Это то, что отменился, поступил это 736, это первый. Сейчас тоже вот отменился, поступил 749, мне остался 525. Но у меня на балансе примерно 2200 было, но здесь у меня стало 3500. Это сейчас за отмененный заказ. И это перевод между водителями. Это другой водитель мне отправил 1000 рублей. Это мой должник был, братишка. Вот братишка отправил 1000 рублей. Это отмененный заказ. Получается, я всего лишь выполнил 2 заказа. Но на балансе у меня 3500 и плюс 2000 наличные. Ну, ничего страшного. Ждем следующий заказ. Созвонился с коллегами с Москвы, которые на данное время работают в Москве. У них очень хороший заработок. Говорят, коэффициенты плюс 1,5, плюс 2000. А я в Подольске застрял с отмененными заказами. Побыстрее бы теперь уехать в Москву, а то чувствую, в Подольске я надолго застряну. Даже если не надолго, то на маленькую сумму я здесь застряну. А в Москве есть возможность заработать побольше. Вес груза 2 тонны. Друзья, принял следующий заказ. Вот такой вот габарит. Ну, 2-3 рейса сделал. Заказ был вот такой. Нужна помощь одного человека, видите? Все, нажимаем, поехали. Требования: нужна одна помощь человека. Все. 1776. Услуга грузчика тоже оплачивается отдельно, поэтому не переживайте, за это вам заплатят. Все, я поехал. Друзья, выполнил еще один заказ на сумму 1776 с требованием: нужна помощь одного грузчика. Так, мы этот заказ закрываем. Спасибо за поездку. Это был мой последний заказ. Все, закрываем. Я вам сейчас покажу результаты на сегодняшний день. Друзья, я на сегодня завершил работу. Выполнил всего лишь 4 заказа на общую сумму 5022 рубля. Заходим сюда и смотрим результаты на сегодня. Это 5000, это уже с вычетом комиссии Яндекса получается, соответственно, вот она. А грязными получилось 7129 рублей. Комиссия Яндекса составила 1750 рублей. Комиссия парка составила 356 рублей. Это 500 рублей, она всегда остается на балансе. Если вы заметили, утром у меня тоже было 500 рублей. Получается, я сегодня заработал 5000 по Яндексу, да? Яндекс показывает мне. Теперь давайте будем считать реальный день, который у меня есть. Открываем калькулятор.
я вывел денег сначала 3000, добавим сейчас 800 я вывел. Это 3800. И у меня 3400 рублей есть наличные. Получается 7200 я сегодня получил. Из них делаю минус 1000 рублей. Это тот, который человек мне вернул сегодня долг. Получается, я сегодня заработал 6200. Это с вычетом комиссии Яндексов. 6200. Из 6200 минусуем 1000 рублей на бензин и 1000 рублей аренда. Минус 2000. Получается 4200. 400-200. Отсюда минусуем 500 рублей на пропитание. Итого, сегодня у меня чистыми остался 3700. Вот такие дела. На сегодня у меня 3700 чистыми. Но я сегодня очень мало поработал. Практически, но на линии был 12 часов, но я работал мало. Друзья, я уже приехал домой. В следующем видео я расскажу о плюсах, о минусах грузотакси, разницу между обычным такси и грузотакси, о трудоустройстве, о заработке, о ремонте. Ну все, буду рассказывать о плюсах и минусах. И, ну, в общем, я уже устал даже разговаривать. Все, всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.